Ежегодная патриотическая акция «Книжный марш Победы» состоялась сегодня в столице республики в 6-й раз. Ее организатором выступила Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека при поддержке Минкультуры Чувашии. В едином книжном строю прошла и наша съемочная группа. В руках студентов судьба человека Михаила Шолохова, сын полка Валентина Катаева, повесть о настоящем человеке Бориса Полевого, сталинградце Прохора Трофимова и другие рассказы и романы, посвященные событиям и героям военных лет. Всего 77 произведений на русском и чувашском языках. Это особенные книги, мимо которых невозможно пройти, считают участники акции. Сегодня я иду на марш с книгой Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Это моя любимая книга о войне. Жалко девушек, то, что они не остались живых, но все же они смогли победить. Я считаю, что эту книгу должен прочитать каждый россиянин. Книги о Великой Отечественной войне помогают осмыслить события тех тяжелых лет, пережить вместе с героями произведений боль, гнев, отчаяние, прочувствовать радость от Великой Победы, самоотверженную любовь народа к родине. Читать их необходимо, чтобы не потерять нить памяти о героях, избавивших страну от фашизма, уверены организаторы акции. Акция проходит уже в 6-й раз, но всегда она с большим энтузиазмом воспринимается как библиотечными специалистами, так и организациями, нашими партнерами, это детскими садами, школами и самими детьми, которые с удовольствием читают и книги Бориса Полевого, Михаила Шолохова, наших чувашских писателей, Леонида Агакова и многих других, тех, кто действительно и сам воевал не только с оружием в руках, но и пером, ручкой, приближая победу. Книжный марш Победы не ограничился шествием. В Дорис-парке учащиеся 22-й Чебоксарской школы и воспитанники детского сада номер 75 читали стихи о войне, исполняли песни. А самым главным зрителем стала участник Великой Отечественной войны Агриппина Янович. Она прошла путь от Москвы до Кёнигсберга. Сотни раненых солдат вынесла с полей сражений на своих хрупких плечах. Ветеран со сцены вспомнила, какие это были тяжелые годы, какой ценой тогда далась победа. И пожелала нынешнему поколению никогда не узнать, что такое война. Желаю вам, чтобы вы войну не видели, чтобы вы так нормально под чистым небом хорошо жили, хорошо учились. 11 мая Агриппине Алексеевне исполнится уже 97 лет, но бодрость духа ее не покидает. Говорит, все дело в ежедневной утренней гимнастике. Вот и молодежи она пожелала здоровья и почаще заниматься спортом. Екатерина Храмкина, Святослав Петров, Вести, Чебоксары.